можно уже приветствовать. В эфире. Да. Ассаламу алейкум ва баракату. Всем добрый вечер. Меня зовут Аза, это Ольга. Мы проводим сегодняшний эфир, связанный с проблемами родителей и детей. Я хочу, чтобы Ольга сама себя представила. Она работает на данный момент в Германии. И кем работает, какую работу она тут проводит, сама скажет. Ольга, пожалуйста. Здравствуйте, Аза, здравствуйте все. Спасибо большое за приглашение, очень приятно. Меня зовут Ольга Семенова, я психолог. Психолог и психотерапевт, то есть это моя профессия, я училась и работала много лет по этой профессии. На данный момент в Германии у меня есть частная психологическая практика, и я работаю социальным терапевтом, социальным педагогом в организации, которая помогает подросткам, детям и семьям. Это помощь и психологическая, и совместная работа с Югентамтом, организацией по защите прав детей. Можно вопрос? Коротко, какую помощь вы оказываете семьям, которые к вам обращаются именно по проблеме Югентамта и детей? Подростков, то ли детей? То есть, смотрите, если в Югентамт обратился кто-то, например, родители за помощью, или, как часто бывает, кто-то обратился и с проблемой, что дети в опасности, или сосед, прохожий, педагог, кто угодно, воспитатель садика. Вот, и Югентамт после проверки принимает решение, что этой семье нужна помощь, то они обращаются в нашу организацию и назначают встречу с сотрудники Югентамта, семья и мы оговариваем задачи и время, на которое выделяются деньги, и мы работаем с семьей для того, чтобы помочь проблемы решить. Вы являетесь вспомогательным звеном между семьей и Югентамтом, правильно? Ну, можно так сказать, да. То есть мы работаем непосредственно с семьей, а задания получаем от Югентамта. Понятно. Очень хорошо. Ольга, я бы хотела как бы вначале немножко вот начать наш разговор с того момента, что мы являемся организацией, которая помогает нашим чеченским семьям, приехавшим в Европу, и мы помогаем именно, вот именно мой отдел, я скажу о своем отделе, это отдел матери и ребенка. Я руководитель отдела матери и ребенка, я работаю с женщинами информационно. Бывает, что где-то документально мы помогаем, как-то пытаясь юридически какие-то вопросы. Ну, что бы я хотела вам объяснить, что у нас в Чечне менталитет, как вы знаете, вы сама с Кавказа, да, у нас менталитет не схож с менталитетом европейцев. Это является большим барьером для наших семей, проживающих тут в Германии и вообще по Европе. В момент первый я хочу сказать, что у нас в Чечне нету детских домов. Детдомов у нас нету. Если ребенок остался без отца и матери, без опекунов, у этого ребенка обязательно будут родственники. Обязательно. Ребенок не передается в никакую организацию, он не выходит из семьи. Вот этот момент страха, что ребенка заберут из семьи, так как в нашем менталитете это вообще неприемлемо, в этот момент родители совершают много ошибок, так как мы воспитаны на этом. Мы воспитаны, что ребенок, даже если умрут папа, там, мама, там, не дай бог, или заболеют, или еще что-то случится, ребенок останется в семье. Обязательно найдется дядя, тетя, дедушка, бабушка, которые будут его опекать. Но никак ребенка не отдадут ни в какую организацию. И вот этот момент, что бы ни произошло в чеченской семье, когда Югентамт стучится к вам в дверь, семья начинает вести себя неправильно. Я бы хотела разделить нашу с вами конференцию, да, вот на 3 вопроса. Давайте озвучим все 3. Давайте озвучим. Проблема на данный момент очень остро стоит, проблема с подростками. Когда ребенок сам уходит из семьи, или же, то бишь, по-другому скажем, если школа, или же друзья там, или кто-то еще, соседи,
обратились в Югенамт, и Югенамт сам вышел на ребенка и сказал, тебя там обижают, там бьют или что-то еще. И ребенок сказал да, и его забирает Югенамт. Вот смотрите, поставим так вопрос. Что делать родителям в таких случаях? И почему, как вы думаете, почему именно ребенок может себя повести именно так, что он может сказать, да, меня обидели, и я хочу остаться у вас? Что можно сделать в этом случае? Более как-то обширно, как специалист, расскажите мне, нам, нашей публике, нашим людям, потому что у нас есть несколько обращений, поэтому я вам сейчас даже как пример предоставлю. Давайте на этом примере вы мне как-то более, может, развернуто ответьте. Есть семья, девочка, которая попросилась погулять вечером на улице. Девочке на тот момент было 12-13 лет, 13 лет, по-моему. Мать сказала, опять-таки в силу нашего менталитета вечером гулять на улице девочки у нас нельзя. Нет, дочка, нельзя вечером, погуляешь завтра. Подруга немка, она пошла домой. На второй день девочки встретились в школе, и подруга спрашивает, а почему ты вчера не вышла? Девочка говорит, а у нас же нельзя, мама сказала, вечером гулять. Та немецкая ее подруга, одноклассница, пойдя домой, сказала своей матери, а смотри, у них вечером нельзя гулять, и мама ее не пустила. Мать этой немецкой одноклассницы автоматически обращается в Югенамт, говоря, что нарушаются права ребенка. Девочку забирают со школы. На протяжении года мать уже не может встретиться с дочерью. Девочка не выходит ни на какой контакт с матерью. Ребенок в трудном периоде, да, возраст 13 лет, это уже переходный возраст. И в таких случаев у нас несколько. Что вы можете сказать? Угу. Ну, смотрите, пока вы рассказывали эту историю, да, я заметила, вот вы говорите про ошибки. Угу. И мы все совершаем ошибки, и вы правы, здесь чаще всего, по моему опыту, ошибки лежат вот в разнице, как сказать, восприятия, да, вот очень именно в сфере психологического восприятия. То есть здесь, например, я заметила, что вы говорите Югентамт как какое-то одно существо или какая-то вот сущность такая. Вот Югентамт забрал, Югентамт пришел. Как мы считаем, карательная организация, ну, как наши Да, семьи да. считают. И это вот уже какой-то рисуется образ какого-то, ну, монстра, да? Угу. Вот. Здесь предлагаю вот просто разобрать, что такое Югентамт. Югент – это ну, дети, да, молодые люди. И амт – это вот как любой амт, финансамт, джоб-центр, вот организация бюрократическая, то есть часть системы. Это система, да, целью которой не является отнять детей. И вот здесь самая большая ошибка наша и наш большой страх. То есть я говорю наш, как вот вы описали, что люди из культур, где нет таких организаций, мы просто не знаем, нет такого файла, да, то есть если в компьютере ты куда-то информацию посылаешь, а нет файла не создан, то она, ну, вообще никуда. Да. Поэтому часто люди просто одним вот таким файлом, ну, как бы блоком, да, вот Югентамт равно заберут детей, равно карательная организация. А на самом деле все эти организации состоят из людей. И очень большую роль играет человеческий фактор. То есть то, что вы сейчас описали, вот девочка, да, мама не пустила гулять. Давайте разбирать с точки зрения закона и опасностей, где действительно может быть опасность, что произошло, собственно, в этой семье, где потеряна вот эта возможность семье, ну, понимать, да, что происходит. То есть девочка попросилась гулять, мама ее не пустила. Есть здесь ошибка? Ошибки нет, потому что до 18 лет родители могут выставлять четкие правила, и если мать считает, что гулять в это время нельзя, то девочка, ну, ничего сделать не может. В одном только случае будет ошибка, если она, например, хотела пойти гулять, а мама ее, например, ударила. Если было физическое насилие, то здесь опасность уже появляется. Опасность того, что организация по правам ребенка может вступиться. Опять же, как можно доказать, что было физическое насилие? Два варианта. Это или следы видны побоев, синяки, или еще какие-то видимые повреждения. Или если ребенок, 13-летний ребенок, уже вполне себе может все рассказать, если ребенок, например, жалуется и говорит, меня дома бьют.
то организация по правам ребенка в первый момент, естественно, будет это воспринимать как сигнал. Это не значит, что, ну, есть дети, которые могут и придумать что-то, особенно более младшего возраста, да, там, по разным причинам. Конечно. И это все потом специалисты выяснят. Но первый момент, если ребенок говорит, меня бьют, то есть вероятность, что ребенка в этот момент пригласят, скажем так, то, что вы говорите, отнимут, да? И, значит, дальше вы сказали, что девочка сказала подруге, и мать этой подруги обратилась и сказала, что ущемляются права ребенка. Вот мать подруги это такой случайный свидетель, человек, гражданин немецкий или любой другой, который по каким-то причинам сделал такой вывод, что права ребенка ущемляются. Он может ошибаться, может, но он идет и как гражданин дает сигнал вот в организацию по защите. Ну, как вот мы в полицию идем, когда что-то случилось. А эта организация берет к сведению. То есть, в принципе, страшного ничего не произошло, но неудивительно, что эта организация среагировала. Дальше частая ошибка, я не знаю, была ли здесь она, это когда, то, что вы сказали, стучатся в двери, говорят, мы пока возьмем ребенка, выясним ситуацию, а дальше будем разбираться. То в этот момент очень часто люди, которые и так уже боятся этого монстра, этой организации, по факту того, что кто-то уже пришел, начинают просто как в пропасть в этот свой страх падать, и все, конец света, ребенка отняли. И здесь вот эти все страхи и ужасы выходят, и что делает человек? Он реагирует очень эмоционально. Вот это большая ошибка, как бы реагировать эмоциями. То есть это тоже то, что не способствует вот встрече этих систем, потому что организация как бы по закону берет ребенка не куда-то, не в какое-то страшное место, а в хорошее место, где там специалисты и психологи, и все, то есть ребенку там будет хорошо, как вот там в хорошем санатории или лагере, да, то есть он попадает в очень хорошее защищенное место до момента, пока не будет решен вопрос, есть ли реально какое-то нарушение прав ребенка, а именно угроза его безопасности и угроза его, там даже такое слово, вот это воль, чтобы он чувствовал себя, ну, хорошо, да, то есть как ребенок должен себя чувствовать. И если родители в этот момент реагируют агрессивно или показывают свой страх, или плачут, то не на ту жалобу, что вот ребенка гулять не пустили, а вот на эту реакцию уже работники, профессионалы делают вывод, что в семье что-то не так. Но часто родители этого не понимают и дальше несут информацию, вот рассказывают всем и сами думают, что отобрали ребенка, потому что не пустила гулять. То есть вот здесь ошибка, это уже точно не так. А дальше вопрос, если девочка рассказала, ну, не захотела возвращаться, то, ну, я как психолог могу сказать, что здесь нужно посмотреть было бы на коммуникацию между мамой и девочкой, да, то есть какие у них отношения, то есть почему девочка, ну, как бы выбирает общество, да, нежели свою семью, да, получается так. Да, и в данном случае тоже это не конец света, то есть никогда нету безвыходной ситуации, то есть никому не нужны дети, никто не забирает детей ради того, чтобы их забрать. Все идет как вот пошагово, как бы шаг за шагом. И даже если была совершена ошибка, даже если ребенка ударили или если была какая-то конфликтная ситуация, то сама организация и все, ну, система, да, то есть работники тоже разные попадаются, но их можно, они как только чиновники обслуживают эту систему. Можно сказать, я не хочу курировать это дело с определенным человеком, если вы видите, что он негативно настроен, да, против вас, можно сказать, я хочу поменять, да, координатора, который занимается. Ну, конечно, мы же, опять же, такая какая-то вот то, что это какой-то монстр, мы как бы придаем ему значение, как будто бы мы сами становимся беспомощными. Мы как люди, у нас есть права, да, мы можем сказать, а вы кто? Покажите ваши дипломы, удостоверения. Почему вы так со мной разговариваете? Что это все значит? Там, какие мои права? Там, где я там, ничего не подписывать, да, ни с чем не соглашаться. Но когда, вот знаете, говорят, что страх, он как бы лишает нас
опоры. У страха глаза велики. Глаза велики, мы еще больше видим только ужасно и теряем вот эту вот, как дети становимся сами, да, когда Да. боимся чего-то, и ведем себя тогда уже, можно сказать, неадекватно. А вот скажите, ну вот случилась, да, эта ситуация, ребенок оказался, подросток, мы сейчас говорим именно про подростков, оказался в организации, в Югенамте, то бишь, мама, что ей делать дальше? Он Первые оказался, шаги. извините, перебиваю, но опять вот идет как будто бы, то есть таким большим блоком. Он не оказывается, Югентамт — это структура, у которой есть право решать, да, но решать не просто как бы огульно, не карательно, а специальные люди, обученные, все с высшим образованием, социальные педагоги, психологи, которые постоянно повышают свою квалификацию и работают системно, то есть не один человек, там целая сеть, и всегда она один не будет никогда решать. Они решают, какая помощь нужна в данном конкретном случае. Или помощь по защите детей, или помощь родителям, например, которые там не справляются, или какие-то есть трудности, или трудности в коммуникации, или, например, мама перегружена, уставшая, или там болеет, например, да, не справляется. То есть эта организация обладает вот как финансами большими. Югентамт — это, амт, да, то есть организация. Она выделяет деньги. И если ребенка забирают, то забирают не в Югентамт, а забирают в специальные, это вон-группы называется, где у каждого ребенка своя комната, там куча тоже работников, все эти люди работают, получают зарплату, Югентамт выделяет огромные деньги в данном конкретном случае. То есть если у вас забрали ребенка, то нужно понимать, что на это сразу этот чиновник, он должен выделить под свою ответственность 6 тысяч минимум евро в месяц. То есть для того, чтобы платить вот этому дому, всем его работникам за то, чтобы они за ребенком смотрели. То есть это стоит денег для государства, а чиновник, который это принимает решение, он эти деньги за них будет потом отвечать. А все работники будут писать бесконечное количество. Вы бы знали, какое количество документации, вы знаете, Германия бюрократическая. Каждый шаг, что сказал ребенок, как он посмотрел, что сделал этот работник, все фиксируется. То есть каждый разговор, все. Поэтому и получается, что все заносится в компьютер, и сколько бы людей эту ситуацию не смотрели, они будут читать последовательно, кто что сказал, как посмотрел, какие были взаимодействия с профессиональной точки зрения. И в этом смысле нету, опять же, можно на это положиться. То есть, что, во-первых, ребенок не останется ни с каким одним злым человеком. Если на 2 минуты останется, тут же подключатся другие люди, и все будет задокументировано. То есть все открыто. На ребенка выделены деньги в помощь родителям, семье на самом деле, чтобы помочь семье с этой ситуацией. Поскольку мы это все не учитываем, а думаем какой-то карательный югентамт, мы ведем себя, получается, неадекватно с их точки зрения. Вот представьте, ваша работа, государственная, большая должность, хорошей зарплатой, защищать детей. Хорошая идея. Вам кто-то сказал, этого ребенка обижают. Вы приходите и говорите, нам поступил сигнал, моя такая работа, мы сейчас возьмем, разберемся и будем вам помогать. Если даже какая-то проблема, мы вам поможем. И на это выделим большие деньги. Немецкие люди все на это полагаются как на помощь. Поэтому даже если ребенка забрали, то это не конец света, это просто момент, когда сейчас нужно признаться, например, что у нас проблемы. Родители тоже люди, да, они могут быть нездоровы, быть нервными, перегруженными, выпить где-то лишнего, да, где-то попасть в какие-то ситуации жизненные, да, например, ругаться, разводиться и так далее. В этой ситуации ребенок может оказаться не совсем в такой благополучной. А вот скажите, вот момент примерно предположим, да, мама ударила. Будет сын или дочь, мама ударила его. Вызывают родителя и ребенка поговорить югенамт. Да? Скажите, как правильнее себя вести этим родителям? Сказать, нет, я не била, ни в коем случае, отрекаться от всего, хотя, может, где-то уже ребенок сказал, или же сосед увидел, что да, ребенок пощечина была, или
толчок какой-то, да, ну, никакие не сильные побои ни в коем случае, но какое-то маленькое применение, да, силы. И если уже информация поступила в Югенамт, да, и Югенамт вызвал вас на разговор, родители с ребенком, как правильнее поступить этой матери или этому отцу, что лучше сказать там? Скажите вот этот момент. Ну, во-первых, еще раз повторю, огромная ошибка – это проявлять эмоции. То есть мы всегда же живем в трех сферах, да, эмоциональная, когнитивная в голове, ну, как сказать, можем рассказать даже о своих чувствах, да, а можем их сразу транслировать, рыдать или биться, и все. И физически мы как-то проявляемся. Видно, да, по человеку, он спокойный или он злится, агрессивный, нервный. Ну, можно предположить, да, по физическим проявлениям. Вот поскольку это официальная такая уже вещь, то в этот момент очень важно быть в сфере вот этой вот в голове. То есть эмоции и телесные проявления минимизировать, разговаривать, потому что там речь идет о законе. Поэтому любые эмоциональные проявления расцениваются как не очень здоровые, потому что исходят из того, что человек взрослый, человек ответственный, родитель все равно отвечает за ребенка, да, он способен свои эмоции контролировать и как бы разговаривать. И если родитель кричит или плачет, или там вот эмоционирует, то значит это не тот момент, когда с ним можно разговаривать ответственно. И часто люди, которые много эмоций проявляют, они все дольше и дальше оттягивают момент, когда на самом деле можно ребенка будет обратно вернуть и всю эту проблему просто решить. Вот. Когда ребенка ударили, у меня даже есть много случаев, когда не просто там подзатыльник, а действительно там ремнем, там следы очень большие. Или подзатыльник, ребенок ударился, большой синяк. То есть то, что нельзя скрыть. А в этот момент, если люди пытаются сказать, он там ударился, ничего не было, то профессионалы, я говорю еще раз, что там работают люди с высшими образованиями, с постоянными повышениями квалификации, то есть, знаете, как такие вот, как полицейские, которые... то есть это действительно огромная система с образованием, с такими большими очень вложениями в это. Нету людей без высшего образования. Не обманешь своим каким-то и врачи, враньем, да? и так далее. То есть, например, врачи способны отличить, которые там подключаются, вот синяк, там, когда ты ударился, от синяка, когда тебя ударили. То есть здесь не надо даже пробовать. Или как вот психиатры, да, они же разыграть или кого-то обмануть вряд ли получится. Поэтому, если это случилось, надо говорить, да, это случилось. И опять же, как сказать, ребенка никто из этих профессионалов не исходит из того, что есть какие-то родители, которые не любят своих детей. То есть так никто не думает. Все понимают, что ближе мамы, папы, ближе семьи никого ребенка нет. То есть это просто данность такая, да? Поэтому если, например, человек ударил ребенка, это значит, что он с чем-то не справился, да, с какими-то своими, опять же, там, эмоциями или с чем-то. Я думаю, как это поступить редко. на данный момент? Как вы посоветуете родителям? Вот случилось это. Вот сидят, все, термин идет, и работник говорит, вот вы ударили ребенка. Да, Что сказать? ударили ребенка, да. Я был. Как было себе дело, там. начинают разбирать. Потом, опять же, очень четко эта организация выясняет, насколько этот человек считает вообще, насколько в его картине мира, вот в менталитете вообще принято бить детей. При этом немецкие специалисты в Югентамте знают, что люди из разных культур, и есть такие культуры, где, например, дать ремня или применить физическое воздействие, это нормально. Я думаю, что многие, может быть, немцы тоже бы так думали, потому что раньше, в 50-х годах, здесь тоже можно было и в школе били, в Германии дольше всех, вот там розгами по рукам. То есть это вопрос закона. По закону сейчас ребенка бить нельзя. Вот это четко, да? То есть если, например, человек говорит, у нас в культуре там все, тогда говорят, извините, вы находитесь здесь на территории правовой вот такого государства, где есть закон, что ребенок нельзя его
бить. Да, вот этот момент очень-очень важен именно для наших семей, потому что у нас как бы это в нашей культуре является нормой. Я папа или я мама, это мой ребенок, хочу ударю, хочу нет. А, Я не говорю, что у нас практикуется, что мы можем там бить, нет. Нет, ну у нас, когда ребенок не слушается, да, мы можем так немножко в себя, чтобы его так вот привести, а ну, оглянись, ты не прав, тут, там, и может как-то немножечко, чтобы ребенок одумался. Но это не значит, что какая-то физическая сила применяется, нет. Но в силу того, что эмоции где-то преобладают, где-то нервы сдали, да, скажем, где-то устала мама. У нас, как вы знаете, семьи очень большие. У нас во всех семьях, можно сказать, по 5, по 6 детей. Устала мама, да, пришла с работы там или еще что-то, там побежал, что-то разлил, упал, уронил, там балуется. Раз мама там подзатыльник дала, да, ну, это как бы является нормой, да. Пришла, кто-то где-то сказал, опять-таки сидит на теме. Да, я немного сэмоционировала, извините, пожалуйста, сыночек, дочечка, больше не буду, извини, пожалуйста. И говорить работнику Югенамту, да, сказать, ну, Но вот эти все сэмоционировала. работники, вот все, что вы сейчас сказали, это они живые люди, можно все это говорить. Можно сказать, у нас это традиционно принято. Но они тогда, их задача, они будут вас пытаться вот в русло закона вернуть. И пытаться, они, естественно, будут проверять и делать выводы, вы поняли или не поняли, вы согласились или не согласились. Если вы так говорите, вот у нас в культуре принято, я не Нет, а что же у знал нас в культуре нет, закона. нет, у нас в культуре не принято. Ну, не Я имею в запрещено виду, что прямо категорически, да, да? что одернуть ребенка, да, ну это, мне кажется, во всех культурах, да, там одернуть ребенка, там, но мама, опять-таки, или папа в силу там какие-то там усталости, да, или там какое-то расстройство, да, может совершить ошибку. Ошибка. Мы, люди, мы Если вы склонны совершать говорите, ошибки. что вы признаете, что это была ошибка, то с этого момента там даже есть такой термин вот профессиональный, вот пишется в отчетах, да, что родители а, идут на кооперацию, то есть способны Признавать свои ошибки. коммуникации и вот кооперироваться с законом, вот с организацией по правам ребенка. Это первый шаг большой, то есть после этого очень большими шагами будет идти процесс на то, чтобы ребенка вернуть в семью, и, может быть, будут назначены работники, вот как из нашей организации, меня могут назначить, которые там в течение какого-то договоренного времени, полгода или сколько-то, на это тоже будут выделяться деньги, и моей организации я буду получать зарплату, мне будут там, например, велено приходить к вам 2 раза в неделю и смотреть, ну, как у вас обстановка, но не как тоже вот этот цербер, знаете, который будет вас контролировать, как полицейский, а с идеей просто вот поддержать вас и помочь, чтобы Улучшение. больше таких случаев не было. И потом через какое-то время по тому, что скажет этот ребенок, например, работник, да, который на это назначен, например, что да, в семье уже все в порядке, это не повторяется, ребенок в безопасности, то закрывается эта помощь, прекращается это выплаты, соответственно, этот случай закрывается. Но если в этот момент этот вот социальный работник или работники Югентамта, опять же повторяю, да, видят, что родители нервные, запуганные, дверь не открывают, на контакт не идут, боятся, то они это расценивают как подтверждение того, что ребенок не в благополучной ситуации, и вся эта вот история, она все больше затягивается, и как снежный ком. Люди думают, ага, у нас забрали ребенка. Это такое самоподтверждающееся происходит пророчество, понимаете? А при этом, если ребенок даже получил повреждения, это, ну, как бы нехорошо, но это не значит, что у вас его отнимут. По этому факту, если вы в какой-то момент говорите, я понял, и я больше не буду, и подтверждаете это, и ну, как бы Работаете кооперируете вместе, с ними, да, открыто. Здесь, конечно, большая трудность, потому что как можно открытым быть, когда ты не доверяешь? А доверие – это же такая вещь, которую не купишь и не, ну, умом не Доверие не сделаешь. купить, да. Это безусловно. Доверие не И купить. даже понять, вот сколько бы я ни рассказывала, это, конечно, такая миссия, да, вот, но
Я же не могу вас заставить доверять, а если вы не доверяете, да? Поэтому здесь может помочь какие-то просто знания вот каких-то самых базовых вещей. Во-первых, что бить нельзя, ну, физически наказывать. Во-вторых, что эмоции лучше постоянно свои как бы в этих разговорах убрать и разговаривать просто на уровне, может быть, это и не очень легко, ну, не как роботы, но на уровне вот закона, да? Спокойствие, да. Да. Что бы вам ни сказали, даже если вам говорят, ваш ребенок поживет пару месяцев в этом доме. В этот момент это еще не значит, что так и будет. Это тоже как немножко, ну, не проверка, но вы говорите, я понял, хорошо. То есть после этого разговора вы можете там пойти к адвокату, сделать еще какие-то шаги, и может быть этого и не будет. Но когда вы это слышите, пугаетесь и думаете, все, конец света, отнимают, все, начинаете рыдать, то вы, скорее всего, следующим письмом или следующим разговором получите, что не 2 недели и 2 месяца, а может быть, там потом вы даже не узнаете, где он и так далее. То есть оно все шаг за шагом. Вы знаете, вы сейчас вот говорите, и я человек, который много разговаривал с людьми, у которых отобрали детей, или у которых, ну как, опять-таки, я не скажу отобрали, да, как бы это звучит грубо, у которых на время изъяли, да, ну, до проверок, или же у людей, которые сейчас находятся под присмотром югенамта, вот вы говорите, если вам сказали, то проявляйте спокойствие. Я сейчас представляю родителей, которые со мной разговаривали, что они забрали их эмоции. Я помню каждый разговор отца или матери, это я все помню. И я сейчас понимаю, что эти люди могут нас не услышать и не понять. Да, здесь Понимаете? большая проблема Это в большая непонимании. проблема. Мы находимся в Европе. Тут немцу, который вырос, родился тут, эта организация Югенамт, это как норма. Это норма. Если Югенамт пришел в немецкую семью, сказал, ваш ребенок там в школе там где-то там подрался, ударил, или еще там ваш сосед сказал что-то. Если немецкий родитель это воспримет нормально, зная, что это за организация, то наша семья, да, родители из Северного Кавказа, топишь из Чечни, это не воспримут так. Я зная наши семьи, я отвечаю, можно сказать, за всех семей наших, что наши семьи это так не воспримут. И чтобы люди понимали, мы больше ведем информационную работу, чтобы люди понимали, как себя вести, как правильно, что, как вы говорите, это не карательная организация, что у вас ребенка не забирают, если вы сами не будете ошибки совершать дальше. Но это не всегда так. Там тоже, к сожалению, попадаются, может, человек недостаточно какими-то качествами обладает, да? Человеческими. Да, может быть, образования достаточно. То есть человеческий фактор очень большой, и немецкие люди, даже коренные, да, кто вот, они тоже не в большом восторге. То есть нельзя сказать, что прям, о, Югентамт, добро пожаловать. То есть все боятся Югентамта в каком-то смысле, как вот такого тревожного сигнала. И мало того, смотрите, при любой ситуации, любого конфликта, вот если, например, 2 человека там подрались, взрослых, да, или там в любой ситуации, где вызывают полицию, смотрят у участников этого инцидента, есть дети. Если есть дети, то поступает сигнал в Югентамт автоматически. То есть это ну, просто как бы как это. И они приходят и проверяют. Это просто, ну, как бы так устроено. Естественно, если, например, я с кем-то, ну, попала в какую-то ситуацию, да, там, не знаю, криминальную, не знаю, не я, а кто угодно, и потом пришли и говорят, ага, а вы родитель, давайте-ка посмотрим, что с вашими детьми. Естественно, это неприятно. Естественно, могут быть эмоции, что да кто вы такие, зачем вообще, отстаньте от меня, я там лучше знаю и все. Но зная, как лучше поступить, что в этот как раз момент, чтобы это все уже быстрее уладилось. Точно так же, как вот здесь, если пришло письмо из суда или, например, какой-то вам счет, вы же уже понимаете, все, вы попали в какую-то историю, она будет длиться какое-то время, но потом закончится, если вы будете правильно шаги совершать. Если вы это письмо выкинете, спрячете, то вам, наверное, придет манунг или еще хуже будет, как снежный ком. Также Югентамт, это, конечно, неприятная очень ситуация, которая ни для кого ни у кого не вызывает восторга. Но если уже попали в такую ситуацию,
нужно правильно себя вести для того, чтобы поскорее из нее, ну, ее закрыть. Выйти, да. И тогда нужно, наверное, обязательно с кем-нибудь советоваться, потому что из-за этой большой разницы менталитета, вот чтобы, ну, как вот мы адвоката нанимаем, да, который скажет четкий путь, по которому можно быстрее это все. Разрулить. И вот, к сожалению, работники Югентамта и социальных немецких организаций мало, то есть я не могу сказать, что не совсем, но мало внимания уделяют вот этим различиям. Они тоже не понимают часто, почему вот люди той или иной культуры реагируют не так, как они там себе это представляют. И с их стороны тоже очень много ошибок происходит. Они тоже над этим работают. Вот как мы с вами пытаемся понять наши ошибки, там постоянно тоже происходят разные совещания, собрания. То есть эта работа ведется, но, к сожалению, в конкретных случаях бывает иногда, что нестыковка, да. Я вам скажу так, можно сказать, таким колхозным деревенским языком. Со своим самоваром в Тулу не ездят. Когда человек идет, примерно, возьмем пример, там в лес, он дрова туда не несет, правильно? Дрова есть в лесу примерно. Также и тут наши семьи должны знать, должны понимать, что они едут не в Чеченской республике, там из города Грозный в город, как его, в Гудурмес, да, или же из села в село. Они тоже должны понимать, что они едут из одной страны в другую страну, что тут совсем другие устои, порядки, другие законы. Опять другой менталитет, другая религия. Все. Мы не сторонники, лично наша организация не сторонники, чтобы человек, приехавший в Германию, да, или в Австрию, или во Францию, с Чечни поменял свои традиции, свою религию или еще что-то. Не дай бог, нет. Человек должен оставаться человеком, где бы он ни был. Вот если вы сегодня Ольга, вы приехав сюда, вы не можете быть там, я не знаю, Забиной или еще кем-то. Вы остались той же Ольгой, правильно? У вас в доме свои законы, свои порядки, свои традиции, какие-то религиозные, какие-то устои, да, все. Так же и у нас. Но ты приехал в другую страну, и надо, я не знаю, выучить или попытаться понять систему этой страны, правильно? Систему. Мы пытаемся нашим людям, нашим семьям с Чечни объяснить, что, приехав сюда, не надо себя вести так, как вы могли бы вести себя у себя на родине. И еще, вот мы с вами прошлись, можно сказать, сразу по двум вопросам. Я бы хотела немного так по-женски, да, поговорить. Ну, потому что ко мне обращаются женщины, и там бывают проблемы какие? Проблемы семейные. Семейный формат, да? Да, мужчины, насколько я знаю, да, культурно чеченские, я так предполагаю, могу ошибаться, гораздо более эмоциональные, чем немецкие. Да? То есть такой момент, о чем мы говорили, что эмоции... Темперамент. Да, кавказский темперамент, конечно, никуда не деть у наших мужчин. Но я хотела бы сказать, смотрите, вот женщина, да, частые ошибки наших женщин, свое «я», опять-таки, будем говорить не на профессиональном уровне, а как женщина с женщиной, да, какие-то ошибки, которые совершает мама, придерживаясь стороны папы, так скажем, да, вот семья опять-таки взята на какой-то контроль, да, работник, то бишь вы, пусть будете вы, прикреплены к этой семье. Вам говорят: Ольга, сходите посмотрите, что происходит в семье. Вы приходите, видите, что мама боится папу, да, и вы делаете отчет, что в семье идет такой тотальный гнет отца на мать, и тем самым могут пострадать дети и все такое. Как вы думаете, в этот момент, как себя правильно и лучше женщине вести? Как себя правильно жить? Потому что, говоря о том, что нет, ты не должна там мужа слушаться или еще... Нет, это в наших семьях никак не может быть как бы применяться. Почему? Потому что это
противоречит нашей религии. Самое главное, мы, чеченские семьи, мы придерживаемся нашей религии. Религия. Потом традиции, если они не идут вразрез с религией. По нашей религии, по нашим традициям, жена должна всегда уступать мужу. Она всегда должна слушаться мужа, это правильно, это по нашим... Мы так выучены, это наша правильная тактика женская. Но женщины иногда немного неправильно себя ведут в такие моменты, понимаете, вот этот момент боязни мужа там или еще что-то. Что бы вы могли посоветовать в таких случаях именно нашим женщинам? Ну, опять же, я здесь думаю, что я могу быть полезна с точки зрения работника вот этой системы, которая все-таки с призмы помощи ребенку, да. То есть, если в семье есть такой конфликт, да, вот когда родители, ну, скажем так, неблагополучие, то, что вы сказали, да, если там мама боится или запуганная, или она там не может, ну, как-то внутренне страдает, но не может протестовать и так далее, правильно я вас поняла? Да, да. То тогда, конечно, это отражается, потому что семья – это же единый такой живой организм. И тогда работник, вот, который смотрит через защиту прав ребенка, да, может сделать такой вывод, что семье нужна помощь, ну, например, там какая-то психологическая, там, маме или папе и так далее. Но это не задача этой организации. И это не повод отнимать ребенка. Еще раз говорю, есть очень две простые вещи, ну, кроме того, что не делать ошибок там эмоциональных, как мы обсудили. Это, еще раз, нельзя насилие физическое именно применять, ну, естественно, к женщине тоже, да, то есть если работник видит, что маму папа, ну, тиранит, а она беспомощная, то она вроде как в роли жертвы, да, и это там такие созависимые отношения, то есть она как, ну, как вот такой, знаете, треугольник, да, там, стокгольмский синдром, то есть есть какой-то насильник, и он, значит, всех там тиранит. Конечно, это будет написано, да, но опять же с точки зрения ребенка, но никто не может вмешиваться в эту ситуацию, это личное дело до момента, пока ребенка не физически не подвергается он насилию. И второе – это то, что ребенок здесь обязательно должен в школу ходить. То есть отсутствие без уважительной причины больше 3 дней в школе, без справки, да, это тоже звонок, по которому, то есть по закону уже организация или вот государство может вмешиваться в дела семьи. Все остальные моменты, вот вы спрашиваете совет, это очень индивидуально, и это как бы за закрытыми дверями. То есть здесь вот просто права человека, да, если женщина сама не закричит «помогите», да, ну, так это я метафорически закричит, да, никому не скажет, не обратится, то, к сожалению, до момента, пока вот действительно не будет факт насилия зафиксирован, к женщине тоже, к любому человеку, ребенок в данном случае не исключение. Я имею в виду именно пункт, да, то, что если такое происходит, да, там насилие в семье, если работник считает, что это происходит насилие в семье от отца на мать давление, этот момент может быть каким-то ключевым моментом, чтобы, опять-таки, Югенам поступил сигнал по изъятию ребенка. Нет. Не может. Но если физического насилия нет, да, то есть если там крики или какое-то давление, то, что называется психологическим насилием, то это недоказуемо. И если женщина говорит про это, например, «помогите» или «меня ну, муж обижает», то тогда начинается, ну, то есть другие организации. Да, там. Просто я почему вам именно этот нюанс опять прокомментировала, потому что у нас был случай. Возможно, немного информацию может такое быть, что не додали мне, но был случай, что сосед, увидевший, как папа ударил пощечину маме, выехала организация вместе с полицией, и детей изъяли. Но на момент изъятия, да, родители применили агрессию, не отдавая детей, все это было, но начало, источник был от того, что папа ударил маму, и сосед с противоположного дома с окна увидел этот случай. Поэтому я делаю какой-то нюанс на это. Да, это то, о чем я вам до этого говорила. Смотрите, логика неправильно понимается. Ребенка изъяли из семьи не потому, что папа ударил маму.
та же логика, я вам уже сказала, что был какой-то инцидент, неважно какой, по которому была привлечена полиция. Пункт первый. В этой семье есть дети, значит, обязательно пришел Югентамт. То есть он пришел, по факту это всегда. Любая ситуация, где есть полиция, у участников есть дети, придет Югентамт. Они придут, постучат в ваши двери, вы им откроете двери. А у меня был случай, вот подрались мужчина и женщина, да, и она была вся в синяках. И, ну, полиция там приехала, их там разъяли, это как бы, да, ему запретили приближаться, там все. И на следующий день позвонили в дверь. Но она сама уже училась на социального работника, доверяла этой системе, и она вот с этим синяком, с ребенком на руках открыла дверь, сказала: проходите, давайте пить чай. Они говорят: что случилось? Ну, давайте я вам расскажу. Вот он напился, мы подрались, я, значит, с ним противостояла, он меня ударил. Да, сейчас уже полиция разбирается. Но эти люди из Югентамта, они только с одним пунктом: дети в опасности или нет. С детьми все хорошо. Она говорит: ну смотрите, да, вот я вся побитая синяком, но дети вот со мной, я как мать функционирую. И тогда они спрашивают: помощь нужна? Ну, не нужна, я сама все-таки уже справлюсь. Я вот уже успокоительное выпила, уже полиция разбирается, все. Все, они уходят и снимают даже вопрос. Если же я, придет Югентамт, позвонили в дверь, открыла, там, веду себя, ну, то же самое, я уже это все сказала. То есть, понимаете, и когда человек в эмоциях, да, в этом страхе, он не понимает, что вы именно в этом ошибка. Он потом начинает объяснять, и вот эти мифы, да, как это все на самом деле, они еще больше способствуют вот этим историям, как вообще вся какая ужасная система. Самая хорошая новость, что в любой момент, даже если уже отняли, даже если уже запретили знать где, даже если лишили родительских прав, можно успокоиться, взять себя в руки, привести в порядок себя и начинать процесс в нормальном состоянии, доказывая, что я уже в порядке, и родитель может тогда всегда восстановить права. Да. Скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос. Третий вопрос у нас. По каким причинам, какие ошибки могут родители совершать детей дошкольного возраста и также возраст начальных классов? Какие ошибки родителей могут повлечь за собой последствия, что их возьмут на контроль? Ошибки. Возьмем садик, забыла, как называется садик. Киндергартен, да. Вот мой ребенок ходит в садик. Да? Что я могу сделать такого, из-за чего могут взять меня, Югентамт может взять меня на проверку примерно? Что? Но на самом деле, вот мы с вами уже говорили, да, то, что любой человек может вызвать Югентамт и сказать: проверьте эту семью. Это, к сожалению, может произойти даже, ну, знаете, как по ряду причин. Например, там человек в силу своих психологических каких-то собственных проблем или там непонимания культуры, да, или каких-то тоже предрассудков, там это восточные люди или чеченцы, у них все мужчины агрессивные, да, какая-нибудь немецкая бабушка, ну, не знаю, кто угодно. Он может по-любому вашему, там, вы вскрикнули или там дернули, или на ребенка прикрикнули, а она уже звонит. То есть это может произойти, понимаете? Здесь не только вы то есть не нужно пугаться или делать вообще всего бояться. Вы имеете право быть такой, какой есть, и не факт, что кому-то это не понравится. Поэтому, в принципе, к сожалению, можно стать, ну, как сказать, могут вызвать, мы не можем даже знать, если почему. говорить более материально, не Нет, ну, эмоционально, кричать нельзя, да, показывать проблемы. Если ребенок недостаточно соблюдает гигиену, да, там, если или же это мы именно говорим про садик, школа, вот как вы озвучили, 3 дня без уважительной причины, да, тоже может быть проблемы. Какие еще проблемы, если ребенок ваш учится примерно в начальных классах? Побои, увидеть синяк может, да, учитель может привлечь к вниманию это. Отсутствие в школе без уважительной причины
и физические, вот если предполагается, Повреждения? что есть, ну, бьют, да, если физическое есть насилие, это два просто вот железно. Ну, то есть это точно, абсолютно, что могут начаться проблемы, и это по закону. Мгм. А все остальное, оно может... вы Относительно. просто должны знать, если, например, кто-то на вас что-то сказал, что у вашего ребенка там неопрятный вид, он не мытый, не знаю, там длинные ногти, еще что-то, вы всегда можете сказать, а вам какое дело? Или, например, докажите. То есть вы можете тогда тоже показывать свою границу и свои права. И Мгм. сказать там, это ваше мнение, это неправда, да, спокойно. Потому что люди тоже могут быть неправы. И можно сказать спасибо за ваше беспокойство, но мы сами разберемся. И точно так же, если там Югентамт вас вызывает или проверяет, или стучится в ваши двери, но вы знаете, что ваш ребенок, вы его точно, он не подвергался физическому от вас насилию, и он школу посещает, а если не посещает, у вас есть справки, Мгм. то значит закон вы не нарушаете. И тогда вы можете более свободно отстаивать свои права, говорить, вы не имеете права, докажите, покажите, все. Если же факт вот физического насилия был или есть у вас, или он, вот вы не соблюдаете шульпфлихт, да, к садику это не относится, это только к школьникам, Мгм. то тогда вы должны понимать, что вы нарушили закон, и вам нужно тогда занимать позицию, да, конечно, была не права, извините, что делать, помогите, чем можете помочь, я готова, я признаю свои ошибки, больше так не буду, и мы будем стараться, ну, признать, да, признать и как бы... Вот два таких пункта, на самом деле их немного, только два, шульпфлихт и насилие, это точно абсолютно, да, ну, как бы уже вы должны признавать. Мгм. Во всех других случаях там можно спокойно, мы же говорили, без эмоций, а на уровне он одно сказал, вы другое, сказал, ответил, как бы в человеческом пространстве, при этом, если вам не нравится, сказать, извините, мне не нравится, как вы со мной разговариваете, давайте. То есть у вас больше прав тогда, вы ничего не нарушили. Мгм. И если кому-то кажется, что у вас неблагополучная семья, что у вас там муж какой-то там насильник или еще что-то, ну да, вот такие мы люди, но мы же не нарушаем закон, ребенка не бьем, он в школу уходит. Тогда у вас больше возможности отстаивать свои права, быть такими, какие вы есть, А вот скажите, эмоциональными, какими угодно. эмоциональное, физическое насилие, да, эмоциональное насилие нет. Я так понимаю, потому что вы на протяжении всей нашей конференции говорили, э, что может послужить тем, что сигнал поступит в Югенамт, это физическое насилие. Нет, может, Эмоциональное насилие сюда мы не можем. сигнал может поступить вообще самым неожиданным Я имею в образом. виду, если ребенок агрессирует в школе, он себя Мгм. ведет агрессивно, или, я не знаю, какой-то слишком тихий, или слишком взбалмошный, это может послужить сигналом? Сигналом послужить может, да. Может, да? Но это опять возвращаемся к тому, что сигнал поступит, к вам постучат, вы открываете, весело говорите, заходите, будем разбираться. Вы знаете, что вы не били, и школу он не пропускает. Все, вы можете с ними смеяться, играть, говорить, давайте, что у вас за сигналы, мы будем разбираться. Мгм. Понимаете? То есть вы полностью права на вашей стороне. Мгм. Они приходят, у них сигнал, а вы этот сигнал как бы развеиваете или, например, говорите, да, я очень нервная, да, муж у меня сложный, да, у меня там, например, нет денег, чтобы купить зубную пасту, ну, в смысле, мой ребенок там не моется, ну, это я так Ну да, да, да. фантазирую, да, ну, то есть шутка, но помогите тогда, да, то есть вот, они, ну, как бы живые люди, система только настроена на то, чтобы ребенок не был в опасной ситуации, о которых мы говорили, соблюдал вот этот обязанность посещать школу, это вот с 1 по 9 лет обязательно. Мгм. Вот. Все остальное, это вы можете уже немножко расслабиться. Но вот опять же возвращаемся к тому, что как расслабиться. Вот зная эти два пункта, вы можете уже тренироваться в общении с этой организацией, не делая ее монстром, а Мгм. пытаться с ней взаимодействовать. Они это очень ценят и везде отмечают, что родители коммуникативные и кооперируют. Поступил вопрос, а если они постучались, можно ли их не впускать?
Ну, это опять же к вопросу о том, о чем я говорила, о кооперативности, да. Можно не пускать, ну, как любых, кроме полиции, суда, да, то есть вы имеете право не пустить. Но для них это будет занесено, записано, что вы не коммуницируете, не кооперируете, а значит, это подтверждает какие-то их догадки. Причем не 100%, но с большой вероятностью, понимаете? Следующий их приход может быть уже с 2 минусами. Да, да, Получается да, так. да, да. Можно вот так сказать, очень Да, хорошая и метафора, что вы или минусы собираете, мгм. или С этого а, минуса можно сделать плюс, впустив их, да, поговорив, выслушав, сделать плюс этому. улыбаться, Да. приглашать пить чай. Это тоже отметят. Родители были спокойные, дружелюбные. Понимаете, вот очень хорошо вы сказали. То есть если был даже огромный минус, даже ребенка побили, да, Мгм. даже нарушили законы, он там в школу пропускает безуважительно. Огромные минусы, которые просто уже такие жирные, что они могут даже изъять ребенка. Но вот этими, ну, как бы тем, что вы коммуницируете, Своими действиями, да. улыбаетесь, идете на контакт, признаете свои ошибки, все Мгм. эти плюсики способны этот минус закрыть. В принципе, система в целом направлена на то, чтобы помочь убрать вот эту как бы для Барьер этот. ребенка опасность и ребенка в семью вернуть. То есть откуда идет этот миф, что кому-то нужны дети и их забрать, такой миф тоже есть, да, как будто бы детей хотят отнять как можно больше и превратить их в кого там, в каких-то граждан немецких, Ну, возможно. представителей. Это какие-то вот уже вот эти идут, как Еще есть это, вопрос? теории заговора, да? А есть еще вопрос, если ребенок еще несовершеннолетний, 14, 15, 16 лет, а, если он просто решил уже дальше жить, строить себе жизнь один, хотя не подвергался насилию, и ребенок таким вот образом, обратившись в Югендаmt, ушел, и с ним контакт полностью потерян. Есть такой случай, который уже 2 года ни мать, ни брат, ни сестра не могут связаться со своей сестрой, которая вот так ушла. Мгм. Какие есть права у матери и у брата и сестры? От Югендамта приходит только ответ, когда спрашивают, где дочка, мы хотели бы с ней выйти на контакт, что она не желает с вами иметь какой-либо контакт. Не хочет Мгм. контактировать с семьей. Мгм. Да, есть этот случай тоже у нас. Мгм. Ну, когда вы мне рассказываете эту историю, да, я как психолог, да, сразу у меня такая красная лампочка загорается про отношения между родителями и ребенком, который не хочет, да, то есть почему какие-то, наверняка там какие-то процессы, да, ну, то есть так просто ребенок Ну, может сказать подросток. я не хочу, да, Может, но подросток сложный. если хорошие отношения, он все равно там посмотрит, там, понимаете, где бы он ни был, этот подросток, да, даже вот я говорю, там хорошие условия, педагоги, все, но это, как у нас говорят, казенный дом, да, в любом случае, если дома хорошие отношения, любовь, мама, то ребенок, даже сделав такую глупость, и там часто дети бывают из любопытства, да, сказали всем, а меня там бьют, тогда его забрали, а он все равно рано или поздно там соскучится или что. То есть в 18 лет, если человек говорит, то тогда он совершеннолетний, все, он говорит, я не хочу с ними общаться, закон на его стороне, и в полицию может, да, то есть у меня тоже был такой случай, когда мальчик до 18 лет молчал, родители думали, все нормально, ему исполнилось 18, он ушел и заявил в полицию, и родителям запретили к нему приближаться. 18 лет он уже сказал. До Ну, а тут до 18 лет, 18. Что можно сделать матери? если не лишили родительских прав, да, то, Там естественно, частичное лишение родительских прав. но опять же вопрос, а как так дошло до этого? То есть там какой-то уже был до этого процесс, почему лишили прав, почему такие отношения, да? Может быть, это такие же ошибки, о которых мы с вами говорили, да, когда ребенок уже на эту систему доверился, ну, она уже, как молодые люди, быстрее, чем мы, да, ориентируются в новом. Да, в обществе. Она уже просекла, девочка там, да, Девочка. что здесь
будет больше, ну, свободы, да, Мгм. скажем так, для нее меньше запретов, меньше доверилась системе, а родители более закрыты, да, и вот, соответственно, девочка туда пошла. Но если нет лишения прав, если родители доказывают, что не было насилия, да, и опять же подтверждают, что социальные работники видят, что они Спокойно. спокойные, нормальные, там, обеспечивают, Контактировать. то тогда, конечно, такого не может произойти. То есть там какой-то был Но путь почему к тогда, этому. я знаю, эту семью, мы с Иса вместе знаем, там, как мать говорит, что каждая ее просьба письменная, да, обращение к югенамту, прошение встречи с ребенком, дабы она говорит, я проявлю свою материнскую ласку, я обниму, поцелую, приласкаю, и девочка поймет или еще что-то. А, Югенамт отвечает на ее письмо, да, электронное или по почте, что ребенок не хочет с вами контактировать. В этом случае, по закону, мать может как-то добиться встречи со своим ребенком, если она не лишена родительских прав, и ребенку еще нет 18 лет. Как она может добиться, если эта девочка не хочет видеть мать? Что можно сделать? Но на самом деле, так вы описываете ситуацию какую-то очень крайнюю, да, то есть возникает большой вопрос, как дошло до того, то есть что с этой девочкой, да, как это произошло, Вот как какие вы у вас говорите, более почувствовала предположения. свободу, ну да, вот, ну, как вы говорите, может быть, она посчитала, что у нее в семье слишком много ограничений. Это подросток, девочка, да, она еще не сформировавшийся человек, она и не ребенок, она и не взрослый, она между. У нее пока нету четкой осознанности, что это мама, что это ее семья, что она для нее на первом месте, и все, нет. У нее пока девочки, прогулки, гульки, она не понимает всей важности своих действий, понимаете? Неосознанные поступки она совершает. Но мать, являясь взрослым, адекватным человеком, понимая, что у нее ребенок, ну, там, может быть, немножко сложно был, да, по характеру. У меня вот примерно 3 девочки, да, одна спокойная, одна немножко взбалмошная, одна такая нормальная. Ну, каждый ребенок индивидуальный, правильно? Эта девочка, может, была более немножко активной, но это же не значит, что мать, которая имеет официальные законные права на ребенка, не может дойти до своего ребенка. Ну, Что она... конечно, есть способы, если нет лишения прав и так далее, то есть есть пути, вот вы как правозащитники наверняка тоже это знаете, да, это уже с юридическими вопросами связаны, там, через адвокатов, через такие вот как бы, да, разные суды, да, ну, Скажем юридические. напрямую, ваша организация может помочь этой женщине как-то добиться встречи с матерью? Вы можете помочь как Вот, связующее звено. ну, то есть, если я вот буду так раскручивать логически, да, если, например, такая мать обратится к нам и расскажет, да, кто в Югентамте, какой конкретно бицирк, да, ну, какой район, какой отдел Югентамта и кто, какой чиновник отвечает за это. Всегда какой-то конкретный человек за этим есть. Кому-то Да. привязано дело, да. Вот. И при наличии, то есть мы можем, например, предоставить или проконсультировать по поводу юридических, какие есть права. Да? Естественно, у родителей есть права. Даже у родителей, которые, я не знаю, там в тюрьме сидели или пьют все время, принимают наркотики, вот так вот безвылазно, да, если он пришел в себя, отец, например, даже если они в разводе, например, он очень там наркоман, не знаю что, но он пришел в себя и говорит, я хочу видеть своего ребенка, то ему предоставляется такая возможность. У нас есть такая служба, называется Бегляйт это Румганг, то есть это называется сопровождение вот посещений, встречи. И тогда организуется встреча, родители имеют право видеться с детьми, даже если дети не хотят. Но если, например, ребенок говорит, не хочу ни за что, то предполагается, что он там боится или, не знаю, ну, почему-то не хочет, то это происходит в сопровождении вот социального работника.
То есть, например, приглашают маму, папу, эту девочку, и я или там другой социальный работник находится в помещении или там, где мы встречаемся. Я не вмешиваюсь, я просто смотрю за тем, что Третье лицо. происходит. Да. Девочка в этом случае, даже если не хочет, обязана прийти, а социальный работник наблюдает за этим общением. И тогда я, например, как специалист, да, я слушаю, что говорит мама, вот как вам она рассказывает, я вижу девочку, да, и у меня возникают гипотезы, ну, профессиональные, там, психологические, социально-педагогические, да, свои гипотезы, что происходит в этой семье. Ну, например, мама говорит, я ее хочу обнять, девочка не хочет. Я, например, вижу, что мама, бывает же такая пассивная, как бы, как говорится, агрессия, да, когда она там, с каждым может случиться, я думаю, что я с хорошим намерением, да, а я там границу, например, перехожу или еще что-то, да. Ну, то есть человек может говорить одно, делать другое, думать третье, не потому что он там коварный, а просто сам не понимать. И тогда по этой ситуации, да, я как бы могу тоже заключение какое-то делать, что происходит, какая нужна помощь и поддержка этой семье, может быть, психологическая, может быть, психотерапевтическая. Иногда бывает психиатрическая, потому что есть дети с такими разными психиатрическими уже какими-то, да, нарушениями. И вот это тоже по этому вопросу. Да, и тогда... Вы знаете, Ольга, вот сейчас как раз вы перешли плавно к этому вопросу. Есть семья. Мама, она одиночка, ну, как бы без отца, да, неполная семья. Сейчас не помню, сколько там детей. Мальчик в 17 лет, страдающий не тяжелой формой аутизма, почему-то посещал обычную стандартную школу, но так как он не тяжелая форма аутизма была, наверное, поэтому. И поступали сигналы, один раз поступил, два раза поступил сигнал со школы, что мальчик проявляет агрессию. Где-то толкнул ребенка, где-то что-то, агрессию проявил. 2 раза, то ли 3 раза маму вызывали на термин, были разговоры, и на 4-й раз мальчика забрали, определили в какое-то учреждение, да, именно с уклоном для больных людей, детей, для инвалидов. На тот момент ребенку было 17, или только исполнялось 17. Он очень сильно просился назад. Мама посещала ребенка, но безуспешно. Ребенка не возвращали. Хотя... Не возвращали откуда? Он в больнице был? Или где? Я не знаю название этого учреждения, где они содержали ребенка. Это же был, наверное, не киндерхайм, какой-то специализированный, наверное, то ли больница это была. И, как она говорит со слов, и это все запротоколировано, у нее есть доказательства, что ребенка привязывали, синяки. Адвокат также выступает с фотографиями, с доказательствами, есть доказательства, да. И сейчас ребенок перешел в сложную форму аутизма, болезнь усилилась, ему исполнилось 18 лет, и по исполнению 18 лет мама не знает, где он находится, в каком он учреждении. Его, естественно, до совершеннолетия где-то держали, а сейчас перевели в другое учреждение. Она не может найти своего сына, так как они говорят, он уже совершеннолетний, это не наше дело. Адвокат работает, как адвокат. Я сейчас могу немножко ошибиться, что ответил адвокат на письмо. Я могу ошибиться, потому что это каждое дело, это индивидуально, понимаете, когда мы разговариваем с родителями, с мамой, с папой, мы пытаемся все понять, как-то информационно помочь, и когда ты переключаешься в другое дело, немножко бывает путаница, да? В основном образно я говорю, что ребенок был аутист, ребенка изъяли, и на данный момент ему исполнилось 18 лет, но мама не может его местонахождение найти, это первое. Второе, у мамы есть много доказательств, что у ребенка усложнилось заболевание. Ребенка не возвращают, нету с другими детьми проблем, нету нигде нарушений, ни в школе, нигде каких-то жалоб нету. Только агрессия этого мальчика. На данный момент, ну, это уже получается это уже совершеннолетний ребенок, да, там, скорее всего, надо будет работать адвокату, это как бы, наверное, не наша, да, не ваша специальность. Или в таких случаях я даже не знаю, что посоветовать. Вот мать мне обратилась, что она ходила в тот момент, когда он был еще несовершеннолетним, на термины с ребенком. Ребенок кидался: мама, забери меня.
мама, забери меня. Естественно, мать также яростно кидалась, обнимала. Ребенок плакал. Когда ребенок понимал, что она его не забирает, он ее толкал, проявлял агрессию к матери. Ты меня не хочешь забрать, уходи, ты плохая. Вот. И это все видя, почему-то ребенка не вернули в семью. Не вернули. Опять-таки, может, человеческий фактор сыграл свое, понимаете? Но вот вы рассказываете уже не первую историю, очень драматическую, да, и очень, как это сказать, уже на такой стадии, ну, как запущено, в смысле, что уже далеко зашло вот это, да, то есть вот это то, что мы говорили, снежный ком. Да, всех подробностей я не знаю, И, я к вас сожалению, вот когда уже в такой стадии, да, вот так уже все, то там все участники уже так, ну как оно, даже трудно порекомендовать, как можно остановиться или выйти из этого, да. И это большая, конечно, трагедия, когда вот так копится вот эта вся, да, еще больше недоверия, еще больше вот эта разочарованность системы, еще больше страха, еще больше вот это вывод такой, да, что все против нас, против семьи, что все эти организации карательные и так далее. Но, опять же, в такой вот уже стадии, когда вот совершеннолетний, там, понимаете, во всем есть история. И еще раз возвращаемся к бюрократии, да, если какой-то случай начался, то в него вписывается вся вот эта... Да, я не отрицаю, что, вписывается... может быть, там были ошибки матери. Я не отрицаю, что мать, может быть, совершала ошибки, накопился этот момент минусов, да, и что до этого докатилось. Да, как я вы не, сказали. я не И дальше в какой-то момент наступает, к сожалению, да, тоже вот то, что вы рассказываете, ну вот такие, да, переходы, как, например, совершеннолетие, когда все переходит уже в другие инстанции Организация. или на другие уровни, какие-то меняются условия. И, конечно, для всех этих чиновников и для вот этих, ну, казенных, да, вот таких, все эти человеческие истории жизни, они просто, ну, как история вот в этом компьютере, как дело, да, куда потом каждый новый глянет, и уже у него предвзятое Свой, отношение будет. Поэтому вот как хорошо сказали, что вот там потом идет сколько минусов, сколько плюсов. Если все состоит из минусов, то, может быть, трудно ожидать, что прямо кто-то вот вдруг пойдет навстречу или начнет помогать. У них уже свое видение. А для родителей, кто тоже не достиг понимания и столько пережил такого, ну, негативного опыта, тоже говорить, что вы доверяете этой системе или там они хорошие, это тоже уже не сработает. Да. То есть это уже такой Цикличность, да. запущенный случай. И тут можно посочувствовать и просто, ну, не знаю, помогать каждому индивидуально, там, маме тоже как-то на принятие ситуации, да, или как-то, ну, пытаться с этим жить, там. Единственное, что, ну, вот вы говорите, там, вот эти страшилки там связывали и так далее. Еще раз возвращаюсь к тому, что и больницы, и все эти организации, они все равно как бы на помощь направлены. И если даже там попадаются там неправильные решения, неправильные диагнозы или какие-то вот такие меры, то, во-первых, каждый раз эта система проверяет, и если ошибки допущены, то их пытаются исправить. Но никто не застрахован там от каких-то бюрократических, там, например, неправильно выписали лекарства, да, Да. или какой-нибудь молодой врач неправильно. Но на этом моменте, если потом ухудшается, опять новый консилиум, новые какие-то, там еще все на рельсах, например, в кризисное отделение человек попал, там его просто не будут разбираться, что происходит, вот зафиксируют, ну, если он буйный или все, потому что они работают только, чтобы снять кризис. А если уже потом в терапевтическое или в какое-то там лечебное, там другое. Но иногда вот переходы эти, они очень тоже, Сложные. ну, такие бюрократические, да, когда человеку могут, ну, навредить даже. Угу. В прошлом эфире было сказано, есть вопрос, что могут собрать детей, даже если маленькая жилплощадь. Как вы это прокомментируете? Жилплощадь имелась в виду в одной маленькой комнате, возможно, даже на одной кровати 2 ребенка, когда спят. В таких вот случаях. Ну, мне такие случаи неизвестно, чтобы только поэтому. Да, опять же, если в семье там,
ну, это тоже фактор неблагополучия, который способствует тому, что люди начинают раздражаться, или там дети между собой драться, или родители, мамы там не справляться и так далее. То есть как фактор, да, но из-за этого, прям как Это причина, не может нет. являться причиной. Особенно сейчас, где большое количество сейчас беженцев, да, и в том числе вот русскоязычных, украинских, да, и разных из восточных стран. Сейчас большая нехватка, да, иногда даже селят в эти... Вот у меня семья, да, в пятером, 3 детей, мама и папа в 10 квадратных метрах вот в этом Как хайме. лагере, да. Вот. И они уже годами добиваются расширения, а их никуда не переселяют. То есть, ну, детей Но никто это не не может быть забирает. причиной. Это не может являться Это причиной, не да? может быть причиной. Если вы думаете, что причина в этом, то можно опять же ошибиться, да? То есть та организация, которая ребенка забирает, точно причину видит не в этом. Но в отчетах могут как фактор написать, как фактор неблагополучия. Например, мало места, да, мало денег, мало там, много стресса. Но это не причина, это как бы дополнительные факторы. Причина это быть не может, причина физическое насилие или непосещение школы. Был пример из Австрии. Такой вот. Ну, про Австрию я не знаю, я даже про всю Германию не отвечу, потому что я вот знаю про Гамбург. И, кстати, вот тоже это важно знать, что всегда нужно узнать, что именно в вашем, где вы живете. То есть даже Гамбург, он разбит на 12 или 13 там районов, да, вот эти сколько югентамтов, и каждый со своей спецификой, чуть-чуть. Хотя система одна, в другой земле уже другая система, в Австрии еще какая-то. То есть, в принципе, нюансы и разница есть, но не такие большие, но все равно это влияет на тех людей, кто работает. Как во Франции два случая, которые нам известно, просто мать чрезмерную обеспокоенность, которую своему ребенку проявила, несогласием с диагнозом, поставленным одного врача, она шла к другому, потом к третьему, к четвертому. И когда Они узнали, посчитали. что она так много искала какого-то Специалист. конкретного для себя, наверное, ответа, они в одном случае отобрали ребенка, во втором случае приходили на проверку. Это ее Чрезмерная состояние, беспокойность, да, ее тревожность. состояние А вы знаете, есть, повышает. здесь я могу прокомментировать, как психотерапевт, есть такой даже диагноз, который зафиксирован вот в этой классификации психических болезней, называется синдром Мюнхгаузена. Это психическое заболевание, известное в науке, когда мать лечит ребенка от несуществующих. Я не говорю, что это этот случай, Чрезмерная но беспокойность, тревожность. если человек водит по многим врачам, а ребенок, например, все время болеет, то могут предположить, что вот мама такая, да, как бы, ну, психически склонная к таким, да, неадекватным вещам, и тогда могут, опять же, какой вывод? Если она одна с ребенком, никого больше нет, опять же, звоночек такой от кого-нибудь, да, кто-то предположил, берут ребенка для того, чтобы посмотреть и проверить. И если не отдают и изымают, как вы говорите, это значит, что вот как бы шаг за шагом подтверждалось, что, ну, то, о чем мы до этого говорили, да. То есть еще раз, всегда есть возможность на каждом шаге повернуть в сторону плюса, как Аза говорит. Но чаще, к сожалению, люди, вот самоподтверждающие вот эти страхи, они усугубляют ситуацию. И здесь часто самим нельзя выбраться, поэтому если есть, к счастью, вот в этих социальных службах, типа вот не Югентамт, а вот эти, вот как наша, да? Да, связующие звено. Называется Erziehungsberatung есть, да, есть Familienhilfe, есть Jugendhilfe, есть разные такие организации, да, связующее звено. И в них сейчас, вот, к счастью, есть возможность найти человека со своим менталитетом, который, например, много лет здесь жил и выучился, или из семьи какой-нибудь чеченской или русскоязычной, как минимум, да, то есть который уже и нашу, ну, ментальность знает, понимает, и в этой ориентируется и знает. И вот Семья сама может обратиться, да? мой совет — искать такого человека, который вот поможет как мостик, как переводчик, потому что
Сейчас даже вот был конгресс такой большой вот по социальной работе, и там прям говорили некоторые профессора, это, конечно, тоже надо еще той стороне донести, что те вот люди, которые, те работники делают ошибки, изымая детей из нормальных семей, да, ну как бы тоже приносят в семьи, да, такой страх и, ну, Да-да-да. без причин веских. Там тоже признают как ошибки именно, что нет вот этого, есть переводчики с языка на язык слова, да, но нету вот этих, ну, немного, да, только начинают понимать, что вот этот человек между ментальностями, кто и в этой ментальности понимает, и уже понимает в этой, необходимы такие... Это вот, как вы говорили, мне рассказывали, вот Ольга рассказывала мне случай с чеченской семьей, где она работала как, вы были психологом или нет, вы были как организация, а там был переводчик. И переводчик, переводя неправильно, только усугубил как бы обстановку. Это очень часто, к Да, и Ольга говорит, что я бывает. все-таки не выдержала, и так как я была там, ну, не переводчиком, но все-таки я, говорит, вклинилась, говорит, в диалог и сказала, говорит, Адерну, ну вы неправильно переводите. И тем самым мать уже усугубила обстановку, да, она уже начала паниковать. Это очень, конечно, важно, чтобы найти вот этот вот момент, вот этого связующего человека, понимающего, да, и эту сторону, и ту сторону. Вот эта сторона переводчиков, тот вот переводчик, о котором я говорю, это как бы такой глубинный между менталитетами, да, а вот даже такая тема, как переводчик просто языковой, это тоже очень большая проблема, потому что часто переводчики, да, тоже недостаточно профессиональные, и я с этим постоянно сталкиваюсь, когда в разговоре, да, вот берут переводчика из фирмы, ну, казалось бы, да, прям профессионала, работник Югентамта говорит, особенно же еще такая, да, ситуация нервная, он говорит, переводчик должен перевести, а переводчик говорит, я вам посоветую в этой ситуации, то есть он берет на себя функцию, там, не знаю, социального работника или какого-то, то есть он не переводит, переводчик должен как труба, да, то есть перевести максимально точно. А иногда вот, да, вот был случай, когда вообще противоположное перевел. Они говорят, мы не будем больше к вам претензии иметь, а переводчик переводит, они у вас там хотят ребенка еще там куда-то, на какую-то проверку. И тогда я не выдержала, говорю, как вы говорите, полностью противоположное. Ну, то есть вот эти ошибки, их тоже трудно... Немецкие, это, знаете, называется нетцверк, это сеть, да, сеть. Когда каждый делает свое дело, то система, в принципе, на помощь направлена. Но, к сожалению, приходится контролировать, и каждый может совершить ошибку, и работник, и переводчик, и родитель. Поэтому здесь только вот на этой коммуникации, на проверке постоянной, да, и человеческий вот этот, ну как, доверие. А, к сожалению, вот, ну я не могу про чеченских людей говорить, но вот русскоязычные, вот русские, украинцы, кого вот я лучше знаю, сама наша история, да, то есть доверять системе, доверять социальной службе, которая к тебе пришла, или там, если полицейский, да, там, но у нас на уровне уже какого-то... Страх. Даже ни одного поколения, да, то есть сразу возникает желание только или оправдываться, или защищаться, и там вот такого желания с человеком... Довериться нету. Понимаете, он человек, то есть человеческие отношения. Тот же полицейский, тот же работник социальной службы, вы можете сказать, о, какая вы симпатичная, или посмотрите, как, ну, там, девушка, да, там. И они охотно идут сразу на этот уровень человеческий. То есть есть функциональный уровень, вот как они, как представители системы, а есть человеческий. Здесь это принято. У нас, мне кажется, сразу идет это... Югентамт ко мне пришел, а не живой человек, да, там, то есть трудно представить, что я спрашиваю, как у вас дела? Да-да. Поэтому здесь вот все время нужно как-то вот пытаться что-то новое для себя открыть. Скажите. Были такие случаи, что родители жаловались, да, уже когда детей отобрали, и дети, находясь у семьи опекуна или же в
Югендхаусе, что было там к ним или плохое отношение, или же они всяческими причинами сами откладывали встречу, да, с родителями, а потом это называли, что якобы родители не хотят видеть вас, да, то есть отторжение детей и отвращение, чтобы к родителям называешь, как будто они брошенные, и что теперь, которые больше как бы, о них заботятся, это опекун или же тот же Югендхаус, или же Югендхаусе какие-то ограничения тоже ставят. Если у других подростков, да, или детей, скажем, 10-11 лет есть телефоны, а им запрещают, потому что они вместе с ним будут иметь контакт с родителями. То есть они видят именно нарушение грубое в отношении них, или же в чем-то каких-то запретов, когда куда-то они хотят или что-то купить, или еще что-то. То есть они, их желания начинают идти сильно, именно оказывать давление против их желаний такого характера. Как поступать в таких случаях, когда мы хотим, да, как организация, узнать на самом деле, как, да, поговорить с ребенком, если нужно даже это записать, потом включить это в дело и по этому делу дополнительно как бы с адвокатом, или же если даже там были побои, или же были такие, что ребенка в машине оставляли, тоже с разных случаев, чтобы это мы могли как организация тоже фиксировать, или как-то мы могли помогать. И вообще даже родителям и нам как бы в этих случаях можно действовать. Включиться. Чтобы помочь этим же детям. Ну, к сожалению, это всегда очень больно слышать, да, то есть такая опять драматическая ситуация, когда понятно, что диалог вот между организациями, между, ну, там, этим, да, представителями этого дома и ребенком, и родителями, он прям уже вот на уровне такого, ну, болезненном, да, то есть когда уже никто никому не доверяет, агрессивно, кто каждый хочет победить, то есть вот в таком ключе сразу, как Аза говорит, минусы добавляются, да, потому что у человека есть права, конечно, да, а опять же, если писать письма, обращаться к адвокатам, ходить, то самое главное это делать без вот этого надрыва, без вот этого, да, вот что я вам там покажу, я докажу, потому что даже вот вы говорите, вы обобщаете, да, а решение часто в том, чтобы ни одной увидеть, да, вот там они там плохие или они вредят, а разобрать на составляющие, то есть кто эти они, да, и там может оказаться, что в этом доме там кто-то действительно непонимание там и вот так вот уже против вас действует или там, а кто-то есть, кто Да, определенный хороший. человек. То есть смотреть на персоналии, да, на, ну, кто конкретно за это отвечает, и пытаться все-таки из вот этого, ну, как бы такого воинственного стиля перейти к стилю диалога. С кем можно, с кем получится, да, то есть и все это вот на спокойном таком, ну, как бы, да, потому что, еще раз говорю, вот мне кажется, что даже есть такие с немецкой стороны, да, я вот сейчас так думаю, я слышала такие мнения, что если, ну, вот как вот мы получаем, да, разные случаи, и всегда, естественно, сразу написано, кто там, разные национальности, да, украинцы, русские, семья, да, или там, не знаю, папа алжирец, мама японка, ну все что угодно, да. Естественно, что все вот социальные работники, кто получает этот случай, какую-то гипотезу сразу выстраивают, исходя и из культурных тоже, да, кто родители. И я уже тоже сталкивалась с тем, что есть определенные такие национальные диаспоры, да, где вот слышно попадает, что вот семья такая, да, там, не знаю, арабская там, или чеченская. И работник такой: о,
И у него уже сразу вот тоже вот эти предрассудки. Мгм, Значит, мгм. там будут агрессивные, значит, Мгм. там на нас будут... Ну, это всю жизнь было. Это межнациональная рознь, ее никуда не денешь, от этого не Ну, избавиться. это какие-то штампы такие, Да, 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 но которые... это норма, в обществе это норма. Вот, и когда, чтобы эти штампы, ну, как бы докричаться до людей, что мы, хоть мы Мы там и нормальные, да. русские, да, ну, вот сейчас тоже же тема, да, вот как к русским стали относиться, потому что там Да, а, политический момент. не все поддерживают, да, но тем не менее, как бы уже идет вот это вот общее. То есть это общечеловеческое, и чтобы это преодолевать, надо все-таки, мне кажется, выходить на конкретный Диалог, диалог. диалог, да. И А, в этом диалоге важно не... Ну, вот, к сожалению, по моему опыту, мало срабатывает здесь то, что у нас срабатывает, когда там кулаком по столу, или я докажу, я буду жаловаться, я там привлеку адвокатов. То есть это не очень эффективный способ. Больше так культурно садиться там за стол переговоров, иногда терпеть даже неприятные моменты, понимать, что а, может быть, здесь и хочется как-то выступить, но говоря держать себя, по-чеченски, проявлять собор максимум. да, такое Собор– слово. это терпение. Терпение в нашем разговорной речи. Это обычно очень часто применимое слово. Вот для нас это собор, проявление терпения. Мгм. Вот. Это очень Так, по интересно. времени мы уже перешли границы, да? Я бы Если хотела вопросов сказать, нету больше, Иса, вот мы уже, это не первая наша встреча, да, с Ольгой, это уже вторая встреча. Мы в прошлый раз были у вас в гостях, теперь вы у нас в гостях. спасибо Я бы большое. вам тоже спасибо, что вы пришли к нам. Я бы хотела у вас попросить, если мы будем к вам обращаться с определенными семьями, вы можете с нами содействовать в помощи, как от организации, как организация, да, как официальное лицо, где-то если помогать. И еще вопрос, если же эта семья все-таки не из Гамбурга, не из этого округа, опять-таки, можем ли к вам обращаться с этой семьей или нет? Территориальный вопрос стоит у вас? Ну, смотря на каком уровне. То есть я работаю в организации в Гамбурге, в Бармбеке, да, то есть в определенном районе, но тем не менее любые районы, ну, кто может доехать, могут получить нашу помощь. А также у меня есть частный праксис, да, как вот психолог, как консультант, как социальный такой работник. Я могу еще в таком приватном контексте, да, то есть проконсультировать любого человека. Я работаю онлайн ну, со всеми, кто говорит по-русски Очень и хорошо. по-украински. И со своей стороны я тоже очень рада нашему контакту, потому что у меня тоже бывают моменты, когда у меня сейчас есть несколько чеченских семей, и я понимаю, что при всем моем желании, да, объяснить, помочь, и они же тоже по-русски говорят, но дело не в языке, а я понимаю, что есть какие-то вещи, вот то, о чем я говорила, что я, несмотря на то, что у меня родители живут на Северном Кавказе, я там выросла, и папа у меня мусульманин, да, лезгин, что-то есть. У Не многих можете донести мои какой-то момент. коллеги нет, но я вижу, что здесь что-то, что я культурно не совсем, может быть, я что-то спрашиваю, и человек закрывается, потому что я там не ту кнопку, да, или не ту тему. Или вот Нормально. как сегодня я пришла, руку протягиваю, раз, наталкиваю, что вот культурно здесь как бы, опять же, да, какой Барьер. дальше, но это не совпадение не страшное, а вот что дальше происходит, да, человек Будет очень хорошо. закрывается, а я начинаю думать, испытывать чувство вины, а я дальше, и вот это идет непонимание, где нужно Будет очень иногда хорошо, если мы будем с вами вместе, конечно, контактировать по таким вопросам, очень да? простые вещи, да, могут стать вот этим а, Точкой точкой, когда несоприкосновения начнет накапливаться дальше вот неправильное. общения. Поэтому мне тоже важно. А вот еще, знаете, хотела спросить про чеченскую, да, вот здесь диаспору. У меня был такой случай, когда женщина чеченская, да, сказала, что только не приглашайте чеченских переводчиков, только не приглашайте чеченских консультантов, потому что они
есть шанс, что у нас диаспора небольшая, что дойдет это до там, моих знакомых или родственников, или там, родственников мужа. Вот она, наоборот, хотела, чтобы только не... Я говорю, давайте мы пригласим чеченских, да, ну, как бы коллег, потому что у нас тоже... А она говорит, а можно кого угодно, хоть там с японским переводчиком, с кем угодно. Но И я вам меня так это скажу очень прямо. удивило. Это вас не должно удивлять. Я вам скажу так прямо, это человеческий фактор. Человеческий фактор того, вот я не знаю, может быть, это будет звучать как-то грубо. Мы же люди, наша религия вообще с жесткими такими, знаете, мусульманскими устоями. Мы не можем практиковать другую религию, мы не можем уподобляться другим традициям или еще что-то. Но это не значит, что мы все такие, понимаете? И бывает, у нас тоже есть в нашем обществе люди, которые не согласны примерно, да, как бы сказать, чтобы никого не обидеть, Айса. Как сказать? До появления в нашей работе Азии, к примеру, обращения поступали ко мне. Вот просто их вот это блокирование, вот они вроде бы хотят, чтобы им помогли, да, ищут эти двери, но видя, что здесь мужчина, а не женщина, они понимают, что тут может быть мужская солидарность, и он станет на сторону мужа, на позицию, и будет все всячески оказывать больше ему, чем мне. И еще нужна была момент. И еще, не открывается этим вещам. И еще момент. Возможно, эта женщина была не права. Понимаете? Конечно. И осуждение со стороны таких же чеченцев, которые знают, ну вот я знаю, да, вот вы сейчас, например, вы сидите не Ольга, а вы сидите Марьям. Вы мне говорите вообще не подходящие ни нашей традиции, ни нашей религии вещи, я с вами не соглашусь. И там такой же фактор мог быть. Она знала, что она не права. Она знала, что, обратившись в Ассамблею чеченцев Европы, то бишь к нам, что мы скажем, ну что ты делаешь? Ну ты же не права, дорогая. Ты же совершала ошибку, ты совершила. Ты там пошла против, то, все. И ей нечего будет сказать. Ей легче открыться вам, открыться немцам, сказать, которые могут не понять всю сущность. Но это, понимаете? я думаю, что в любой... Тут еще проблема... Мне кажется, да, по-моему тоже, что вот когда есть, как это называется, диаспора, да, вот круг такой образуется, то это в каком-то смысле есть всегда опасность превратиться в такой, как аквариум, да, как бы в своем мире замкнуться, потому что сталкиваемся, и что вот тут вот турецкая диаспора, тут русская, тут это, и люди часто не выходят за рамки так комфортно среди своих, что они как будто бы вот мы очень в много России... работаем над этим. ИСА очень много проводит. У нас была также конференция, был немецкий, как ИСА его звали, где мы говорили об интеграции наших чеченцев в Германии. Мы очень много об этом говорим. Мы не замыкаемся в нашем чеченском круге, нет, ни в коем случае. Я вижу, раз мы с вами здесь из разных кругов. Мы наоборот говорим, что вы приехали сюда, интегрируйтесь, но опять-таки интегрируйтесь, исходя из того, что вы мусульмане, что исходя из того, что вы чеченцы. Одно другому не мешает, Ольга, одно не мешает другому абсолютно. Тут очень много наших семей, которые закончили высшее образование, являются врачами, строителями, открывают фирмы огромные, также соблюдают все традиции, все устои. Все это нам не мешает абсолютно. Но если человек идет изначально, ну, неправильно, понимаете, то, конечно, мы его осудим. Конечно, мы его осудим. Ну, как бы не то, что осудим, мы его одернем, попытаемся помочь ему, и как-то немножко, ну, не знаю, не хочу сказать грубо. Это разные случаи бывают. У нас есть такая семья, которая мать просто с детьми бегает, потому что с одной стороны в другую. Отец не является плохим. Она и показывала, что он не является, потому что она с ним встречалась и даже какое-то время после этого жила. Да. У нее какие-то свои личные выгоды, и она строит. То есть ее действие, оно порицается не только как бы в нашей культуре, менталитете, но
То есть, как и отец не может ограничивать Ну, это, мне мать кажется, от нормально. детей, чтобы видеться. И вообще часто почему-то думают, если у нас какая-то организация, это как будто еще вот, как в виде 90-х, только как решала, или как бы по понятиям все это решается. Мы больше смотрим по закону, как здесь можно регулировать. И второй случай, второй фактор, конечно, мы включаем, опять же, религию, которая очень легко регулирует. То есть в религии у матери тоже очень много прав. Но это просвещение, оно неизвестно самим родителям, тем более, которые здесь находятся. Дома можно решать это быстрым способом, то есть так как Кланы. есть, Ну, как бы руководитель клана, мула, там все. А тут у нас они почему-то сразу нас ассоциируют вместе с этим. Хоть у нас есть и отдел религии, который мы можем опять же разъяснить их с точки зрения религии, тоже их права, и юридически то, что. То есть мы чаще, наверное, даже становимся на сторону матери, потому что детей отнимают именно из-за физического насилия, как матери детям от отца, применяющего как наркотические вещества, так и страдающие алкоголизмом, в результате чего бывает вот это вот насилие в семье. И в этих случаях всегда мы стараемся держать позицию матери, чтобы у обоих родителей не отняли этих детей. Потому что если мать все равно будет держать эти традиции на стороне мужа, видя это, мы как это в практике видим, что Югентамт замечает, что она под воздействием, под влиянием мужа находится, из себя не может защитить от насилия, и таким же образом они считают, что она не сможет защитить этих детей и забирать у обоих родителей. Это понимая, мы стараемся выходить на связь, я лично с мужчинами со стороны отца, и объяснять эту ситуацию. Если сегодня не привести, не делать правильные шаги, что и этого отца, если не ограничить, то могут лишить обоих родителей, и они будут жить в совсем другой семье, и их будет сложно вернуть. То есть это процесс возвращения одному из родителей, то есть даже матери, возможно, будет годами тоже длиться. У нас есть уже практика больше 2 лет, которые не возвращают. Вот мать и доказывает свое нормальное состояние. Вот такие моменты просто из практики еще неизвестны мы, и обращение к нам, какой будет исход, вот это вот есть сразу фактор, Да. возможно, там просто по понятиям. Для этого нужно действительно просвещать и информационная. находиться в диалоге. И мне кажется, что все мы все время все равно куда-то новое, да, вот учимся за счет этого. Вот вы говорили, да, что ведь наверняка же ваш опыт даже вот этих разводов, да, вот этого агрессивного отца и вот этой матери здесь чаще происходит, чем вот сам факт, вот, да, когда женщина все-таки там опирается, получает защиту и решается уйти. То есть таким образом, наверное, и сама работа ваша тоже отличаться начинает от той работы, которую, ну, например, там в Чечне, да. Конечно. Поэтому... Но мне кажется, в Чечне у нас такой работы, наверное, и не было, потому что это бы по-другому совсем решалось. Да, это между семьями. Как я говорю, у нас нету детдомов, у нас нету домов престарелых. Это совсем другой менталитет, понимаете, совсем другая культура. Если 2 семьи не могут решить, тогда просто прибегают уже в религиозный отдел к имаму, и он уже судит между ними. В этом не бывает проблем. Который быстро решается, редко. Ну, мы уже по времени затянулись, да, Иса. Ольга, я вам очень благодарна за то, что вы откликнулись, за то, что вы пришли, ответили на наши вопросы.
Если будут поступать еще вопросы, мы с вами будем контактировать. У нас есть с вами контакты. Кто хочет обратиться к Ольге, если у вас есть действительно проблемы, связанные с детьми, с югенамтом, вы можете нам отзвониться, написать. Все данные мои указаны будут в эфире, добавлены в комментариях. Спасибо вам большое. Всего доброго, до свидания. Ассаламу Спасибо. алейкум Надеюсь, варахматуллахи надеюсь, что была полезна. Спасибо. Все. Ольга, вы будете Темы тяжелые.